Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, уважаемые братья. Вчера мы говорили про то, что у каждого вида поклонения есть свой вкус определенный, и говорили, что если перед сном каждый почитает 2 раката, у этого отдельный вкус, у этого поклонения. Поэтому надеемся, что эти слова стали причиной, что кто-то все-таки прислушался к этому, последовал этим советам и попробовал эту вещь. Поэтому мы надеемся, все, кто участвует здесь в мечети, вообще во всех организационных вопросах, что каждый за это получит награду. Это не то, что, например, я вышел здесь, что-то рассказал. То, что даже я здесь вышел и рассказал, это работа целой команды. На самом деле, поверьте, братья, это работа целой команды. Много братьев, которые вкладываются, стараются, переживают. Поэтому, если кто-то даже вот эти 2 раката, например, вчера почитал, то просим Аллаха, чтобы это записалось каждому, кто участвует во всем этом благом деле. Действительно, многие братья, у них также и работа, и семья, но они находят время, стараются. Я вот знаю, даже брат буквально вопрос с колонками там решался, сколько дней он бегал, ездил, то есть сколько он вкладывался. Это знает единицы только, сколько человек постарался для того, чтобы были созданы определенные условия для какого-то давата. Поэтому пусть Аллах Всевышний у каждого примет эти старания. Поэтому максимально создаются условия, чтобы здесь все было комфортно. Здесь, альхамдулилля, разные братья приходят. Мы относимся к каждому брату с большим уважением. Вот. Мы благодарим каждого из вас, который приходит сюда и старается соблюдать те правила, которые тут есть, потому что, как мы говорили, есть определенные стандарты, которым должны следовать, да, то есть есть какие-то правила определенные, что не говорится громко «Аминь», другие моменты, поэтому мы каждого благодарим, кто соблюдает все эти стандарты, потому что от этого зависит многое. Даже вот, например, строится мадресе вот здесь. Кстати, вот строится мадресе, поэтому кто вообще желает тоже участвовать в этом благом деле, то могут подойти, как-то поучаствовать. То есть физически, с дуа там, или еще как-то. Поэтому это действительно такой очень важный будущий проект, который вот, тоже команда этой мечети старается его воплотить. Поэтому просим Аллаха Всевышнего облегчить все эти вещи, и поэтому мы просим, есть какие-то стандарты определенные, чтобы они соблюдались. Поэтому всем джазакумуллаху хайран. Прежде чем начать продолжить наш урок, мне бы хотелось с вами поделиться одним этим интересным моментом. У меня близкий мой товарищ уже более 15 лет проживает в Японии, и мы с ним общаемся. Я говорю, как у вас Рамадан проходит? Расскажи, я говорю, может, какие-то фото, видео отправишь. Он живет в Токио. Вот, он записал видео имама в Японии, мечеть в Токио, он название сказал, я забыл. Вот, и он передает большой салям. Я все-таки хотел, чтобы этот салям вы все услышали, потому что он передает именно мусульманам Татарстана. Потом там дуа делает. Он просто, брат, сказал, что вот так и так, наши братья в Казани, в Татарстане, и он как бы записал это видео. Честно сказать, из этого видео я только понял слово «татар», больше ничего не понял, но брат потом перевел и сказал то, что это имам мечети в Токио, и он говорит, что он недавно только узнал связи татар с японцами, и он сам удивился, что действительно первую мечеть в Японии построил татары. То есть это известный факт, который переехал туда,
татары построили эту мечеть. И он говорит, я только недавно об этих связях узнал, что татары приехали сюда, в Японию, построили мечеть. И мы сегодня в этих мечетях читаем намазы, держим пост, поклоняемся Аллаху, поэтому он как бы вот с этим тоже впечатлением делится, вот, передает салям и благодарит тоже, и как бы делает дуа, чтобы Аллах у всех принял эти молитвы. Поэтому, если можно, я тоже как бы, с вашего позволения, видео нашему брату запишу, и как бы ему салям передадим нашим братьям в Японию, если не против. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатуху. Шамхан, брат, это вот мы передали салям всем нашим братьям от вас. Вот наши братья передают тоже всем нашим братьям в Японии большой салям. Ассаляму алейкум рахматуллахи баракатуху. Такбир! Аллаху акбар! Такбир! Аллаху акбар! Машаллах. Брат, всем нашим братьям большой салям. Насколько вот ислам, такая милость, да, мы их не знаем, далеко живут, но как ислам объединяет, субханаллах. Господь один, религия одна, Коран один, субханаллах. Мусульмане все братья, машаллах. Такая милость это. Я уверяю вас, что это многие завидуют. Альхамдулилля, что Аллах Та'аля нас сделал мусульманами. Возвращаясь к нашей теме, уважаемые братья, как мы говорили, что мы начнем цикл лекций, который, иншаллах, продолжится до конца Рамадана. И эта тема, можно сказать, наверное, самая важная тема каждого из нас, каждого мусульманина. Нас в нашей жизни окружают разные обстоятельства, разные вещи, много на что окружает. Но самое главное в нашей жизни – это Аллах Всевышний. Самое главное – это Аллах Всевышний. И главный вопрос, который должен нас беспокоить и должен нас интересовать, вопрос номер один – это как мне вести меня, то есть как мне вести с Аллахом Всевышним, то есть как мне выстраивать с ним отношения. И в этом мире многие люди нас окружают и по-разному к нам относятся. Но никто к нам не относится так, как относится Аллах Всевышний, субханаллах. Каждое мгновение, каждую минуту, каждый час, каждый день Аллах Всевышний окружает нас своим вниманием, своей заботой. Каждое мгновение, субханаллах, братья, Аллах Всевышний окружает нас своей заботой и относится так, как даже родная мать не может относиться. И возникает вопрос, а для чего это Аллах делает? Зачем ему это надо, субханаллах? У Аллаха Всевышнего есть такие имена, как Аль-Вадуд, любящий, Аль-Карим, щедрейший, щедрый. Его любовь не знает границ по отношению к своим творениям. Его щедрость не знает границ по отношению к своим творениям, субханаллах. И Аллах по милости своей, по любви своей оказывает такую заботу. И по идее, казалось бы, что он от нас ждет? Что мы вообще можем дать ему взамен? Что у нас есть то, чего нет у Аллаха Всевышнего? Чем мы можем ответить ему? Ничем не можем ответить. Но несмотря на это, Аллах Всевышний оказывает нам столько внимания, столько заботы, субханаллах. И, конечно же, понимая это и осознавая это, каждый из нас должен понимать, как мне себя правильно вести с моим Господом. Мы беспокоимся, как себя правильно вести с нашими родными, с нашими соседями, на работе, с директором, с партнерами. Нас этот вопрос очень сильно беспокоит. Но насколько нас беспокоит вопрос, как нам вести себя с нашим Господом? В какие-то моменты Аллах Всевышний прикрывает наши грехи, скрывает наши грехи. Каждый знает себя, и каждый знает свое положение, субханаллах. Аллах видит все его недостатки и все его упущения. И Он знает, сколько Аллах его скрывает. И как говорит, если бы люди знали, о чем мы думаем, то даже самые близкие бы разбежались от нас. Аллах все это видит, это скрывает Аллах, субханаллах. Если Он так скрывает, то есть как мне на это ответить? Как мне себя правильно вести,
чтобы Аллах не раскрыл, потому что если Аллах сегодня что-то скрыл, Он завтра это может раскрыть. Что мне делать, чтобы эти грехи мои не раскрылись, чтобы их никто не узнал? В этом мире и в судный день, субханаллах. Бывает так, что Аллах разгневался на нас, испытывает гнев. И что же нам делать в этот момент? Как нам себя вести правильно? Во-первых, понять, когда Аллах Всевышний гневается на нас. И есть вещи, простые вещи, которые могут легко затушить гнев Аллаха. И каждый из нас должен понимать и знать, что это такое, то есть как себя правильно вести, когда испытывает Аллах гнев по отношению к нам. Бывают такие моменты, что ты что-то сделал, и Аллах тебя полюбил. Аллах тебя полюбил, и это высокая степень. Но, как говорится, достичь любовь Аллаха – это одно, а сохранить эту любовь – это совершенно другая степень. Даже в наших отношениях что-то мы сделали, привлекли внимание, да, то есть какие-то отношения завязались, а сохранить это отношение – это намного тяжелее. Достичь любовь Аллаха – это одно, а сохранить эту любовь – это совершенно другое. Какие поступки могут помочь тебе, чтобы эту любовь сохранять? У каждого из нас есть какие-то близкие, любимые люди. И он испытывает огромное удовольствие, когда посещает этих людей, приходит к ним в гости, видит их, встречается, у него особые чувства. Аллах, который создал нас, Он знает, что мы нуждаемся в этом. Мы нуждаемся посещать любимых. И каждый из нас должен любить Аллаха больше всего. И Аллах, зная это, сделал на земле мечети, дома Аллаха Всевышнего. Это особые места, дома Аллаха. Если мы любим Аллаха Всевышнего, то мы приходим в дом Аллаха и испытываем большое наслаждение. Но пусть каждый себя спросит, испытывает ли он такое огромное наслаждение, когда он приходит в дом Аллаха, мечеть. У этого ритуала есть особые условия, особые действия. Если мусульманин осознанно будет их совершать, он действительно испытает огромную любовь и огромные чувства и эмоции, приходя в дом Аллаха. На самом деле мы приходим в мечеть уже настолько по привычке, мы даже, когда заходим, и дуа можем забыть почитать. Пришел в телефоне, поговорил, посмеялся, намаз почитал, ушел. Это дом Аллаха, субханаллах. Как один из людей, который узнал эти приемы, узнал эти методы и начал их практиковать, он говорит, я как будто в мечеть зашел первый раз, субханаллах. Несмотря на то, что он долгие годы приходил в мечеть, но он начал практиковать и осознанно заходить в мечеть, подобно, как будто зашел первый раз в мечеть дома Аллаха. От рождения до смерти каждый из нас испытывает чувство стеснения. Чувство стеснения по отношению к близким, к родителям, к родным, кому-то еще. И это нормальное чувство, когда человек испытывает стеснение по отношению к окружающим. Но удивительный момент, когда Аллах испытывает стеснение по отношению к нам. Можно в это поверить, субханаллах? Господь, который все нам даровал, все нам устроил, субханаллах, еще Он испытывает стеснение по отношению к нам. Это удивительно. Это удивительно поистине. То есть качество нашего Господа. Как же себя правильно вести, когда Аллах испытывает по отношению к нам стеснение, субханаллах? Поэтому вот эти моменты, просто несколько моментов, на которые бы хотелось обратить ваше внимание. Сегодня мы сделаем просто небольшое вступление, именно те темы, которые мы с вами будем обсуждать до конца Рамадана. Как себя правильно вести по отношению к Аллаху. Мы сейчас не говорим про поклонение, про намаз, это отдельная история, это обязательные вещи. Но есть вот эти особые моменты, которые мы должны знать и вести себя наилучшим образом по отношению к нашему Господу. Поэтому, иншаллах, с помощью Аллаха, с завтрашнего дня продолжим эту тему и потихонечку будем разбирать вот эти вот ситуации, вот эти моменты. Поэтому просим Аллаха Всевышнего, чтобы Аллах Всевышний
облегчил нам, даровал нам полезные знания, действительно знания, которые принесут нам пользу в мире этом, в мире следующем. И самое главное, искренность, чтобы у нас была искренность и размышление. Эти два очень важных качества – искренность и размышление. Сегодня, кстати, вот интересный момент тоже был, в Сокурах проводили урок для детей. Дети были 4 класс. Вот я честно удивился, мы с ними один аят почитали, разобрали, и потом я у них начал спрашивать, что ты понял с этого аята, расскажи. То есть, как ты считаешь, что в этом аяте? И они, я удивился, субханаллах, насколько у них мышление свободное, реально свободное мышление. Они начали размышлять и рассуждать. Я считаю, что вот так, вот так, вот так. Я считаю, что вот так, вот так. Машалла, вообще смелые. Вроде как и хулиганы там бегают, но я удивился, насколько вот у этих детей свободное мышление. Они могут себе позволить размышлять над аятами Корана. Поэтому от нас требуется искренность и размышление, чтобы мы читали, задумывались, размышляли и старались это воплощать в нашу жизнь. Поэтому просим Аллаха, чтобы Аллах нам это облегчил. Субханакаллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля анта.